Завариваю чай, потому что, как ни крути, свежая заварка вкуснее, чем в пакетиках. На целый день это мне достаточно будет. Я накормил. Сейчас открою тушенку. Картошку уже я почистил в котелке. Дождусь, как закипит, сразу тушенку закину и отварим. Сейчас, короче, покажу, что за тушенка там. Ну вот, ребят, вот, пожалуйста. Тут оказалось один жир. В общем, мяса нету. Вот. Даже это я достану отсюда. Короче, фу, дым там. Один жир плавает. Ну, все, там нету ничего. Открыл еще вторую банку. Отсюда я еще поковыряю курицу. Вот это сейчас Тулану потом отдам. Так что, блин, вообще говно консервы. Селенец более-менее сейчас только. Вот так. Из 2 банок что-нибудь да получится. Такое курино-свиное суп. Вот. Тут в принципе можно что-то найти. Но, конечно, не сравнить с зеленецом. Картошка разварилась. Что-то перебор. Ну, наваристый суп получился. В принципе, очень даже. Добавлю майонез. Ну и с хлебом буду кушать. На ужин у меня еще есть. Да, этот суп еще останется. Еще котлеты с макароном осталось. Каша в банке. Ну, как бы баночная каша. Рисовая. А, точно, я вам показывал. Вот. Ну и все. Вот такой быстрый обед. Нормально. На вкус непонятный. Нет свинина, нет курица. Хрен пойми. Вкус такой. Я на реке. Ребят, была первая поклевка. Поэтому включаюсь. Не знаю, что за рыба там. Но червяка у меня утащила. Не удалось мне поймать. Короче, спускаюсь до того поворота. Хотя тут коряги вроде тоже есть, но попробую лучше на повороте. Здесь и глубина, наверное, хорошая. Да, весло не достает. Не достает весло. Нет. Тут больше, ну где-то 3 метра, наверное. О, здесь уже достало. О, да, здесь достает. Там яма где-то 3 метра. Tam w przeszedł. Ciaskымен в угра сяда очень днес видно. Вылечка нет.
No. Давай. Я, наверное, зря трачу время. Поклевок совсем нету, ребят. Ну, вообще нету. Я не знаю почему. Но окунь сегодня вообще не клюет. Проверяю самые козырные места. Вон бездельник. Проводил лодку. Рыбаки поднялись выше. Там собака интересная. Я не знаю, что за порода. Явно не охотничья. Такая морда, блин, как у бойцовской собаки. Не знаю, что за порода. Вода, говорит, мелкая. Я это прекрасно знаю, понимаю, что сейчас во что превращается езда по этой реке. Это насилие над мотором, лодочным мотором. Потому что воды нету, везде мелко. И помпа, конечно, крыльчатка, износ очень большой. Также удары об коряги. Это риск сломать лопасть винта. Вот. Веслом самое то. Ладно, сейчас пойду до избы. Может, еще выше поднимусь, где вот прошлые разы я рыбачил. Может, в середине дня рыба не клюет, тоже возможно. Или не знаю, может, все уже выловили. Вот. Ладно, пойдем дальше. Тут нам эта коряга рыбы не дала, к сожалению. Ай, уплываю, блин. Кто-то сидит. Наконец-то. Первый окунь. Никак, блин, припарковаться не могу. Вот первый окунь. Не крупный, но берем. Куда пошел парень? Уже того же размера. Матросик. Удар, видите, как бьет. Опа. Плотва. Ух ты. Не испугался крупного червя. Нормально. Я уже на избушке. Тулан, как всегда, меня оставил. Он напрямик сразу пришел к избе. Ну и я вот если взять речку, вот так идет, вон туда, к дороге. Вон до туда я сходил на лодке. Сейчас вот все до сюда поднимался и покажу улов, что я поймал сегодня. Вот такая картина. Вот, пожалуйста. Весь улов. Где-то часа 2, наверное, рыбачил. Вам показал, как я поймал 2 окушка и 1 плотву. Вот это в кадре было. После этого я еще, ребят, поймал вот такого ельца хорошего. И 2 плотва еще вот. Вот 2 рыбы, это еще за кадром мне попались. Вот и все, ребят, 5 рыб.
ничего не поделаешь, потому что рыба сегодня просто не берет. Не хочет брать, хоть убей. Сейчас в планах у меня немножко хоть пособираю, как сказать, черемухи. Черемуха сочная, сейчас спелая, прям тает во рту. И уже еще попробую вечером. Вот я отсюда поднимусь на поворот выше к корягам. Там еще попробую вечером порыбачить. Что попадет, попадет. Хотя бы если 3 рыбы еще удастся поймать, это уже хорошее жаркое будет. Можно уже пожарить. Вот. Ну, пока так. Сейчас я пью чай и схожу, пособираю черемуху. Чтобы рыба не испортилась, я быстренько почищу. И сейчас покажу свой нож. Самодельный, сам делал. Вот, пожалуйста, вот, видите? Рукоятка из березы. И вот такое лезвие. Нож. Это, ребят, от обычного напильника. Напильник, это, знаете, вот чемпионовские для бензопилы. Плоский напильник, так называемый. Есть круглые напильники, есть пыльники, чтобы брать плоский напильник. Вот плоским напильником пользуетесь, у вас она негодная становится. Уже все, перестает уже брать пыльник. Но не спешите выкидывать этот напильник. Из этого напильника получается хороший, ну, просто обычный ножик, чтобы почистить рыбу там, да, и можно и зверя там шкуру снимать без проблем. Вот. Рукоятка чуть-чуть у меня вот, если так вот посмотреть, рукоятка хотя бы 2 сантиметра еще подлиннее сделать. Вот, даже можно посмотреть, вот, сейчас покажу. Если присмотреться, не знаю, как вам показать. Присмотреться, вон там еще немножко видно, как, ну, я отшлифовал ребро от напильника. Отшлифовал, немножко еще видно, вот. И уже, да, весь в крови, между прочим. Вот видите, это старая кровь. Но я этим ножом пользовался. Вот. И он заржавел, конечно, уже. Вот старый напильник вы отшлифуете, ну так, болгаркой или наждачкой. Отшлифуете, затачиваете, кончик сделаете, прибиваете в ручку и можно уже пользоваться. Он легкий. Он легкий, я люблю ножи, легкие ножи. Вот. И просто для бытовых работ, для охоты, для рыбалки. Если вот ищете материал, из чего сделать нужен, такой вот толщины получается вот где-то 1,5 миллиметра, наверное. Очень хороший. Сейчас буду чистить рыбу. Ну вот она, черемуха. Вот, пожалуйста. Вот такая ягода. Кто не видел. Сладкая. Я обычно собираю, чтобы компот из этого сделать. Вкусный компот получается. Ребята, интересная находка. Подойди туда. Покажут тебе. Вот следы, смотрите. Следы. И тут такая огромная яма. А там осы. Кто-то просто вырыл. Медведь, наверное, здесь, конечно же. Кто еще может это сделать? Вон. Вот такие дела. Гнездо ос
в земле оказалась. Вон там следы. Вот. Короче, тут. Я так подозреваю, что это медведь рвет. Возле избы недалеко. Вон там избушка за этой опушкой леса. Насколько давно, непонятно. Но недавно, так кажется, это там осы-то мертвые тоже. Защищали гнездо. Ух, все, меня заметили. Надо отсюда быстрее уйти. Иначе удачи не видать. Вот тут тоже вижу есть черемуха. Попробую здесь собирать. Вроде даже тут. Ой, блин, как он мягкая, сладкая. Капец, покрупнее. Повесил вот так, удобнее. Ну и буду собирать. Подряд. Медведь, блин, еще так и ходит. Я думал, их нету тут. Ага. Нету. Они есть, просто мы их не видим. Ребят, попалось дерево. Прям низко. Наклонилось. И вот смотрите. Прям очень много. Уже листва выпала. Вот смотрите как. И черемуха вот такая она. Надеюсь, видно хорошо. Тулан тут ходит. Ну, с туланом веселее, как ни крути. Кругом медведи. Ну, тулан, если что, в обиду не даст. Я так думаю. Ну, тут не такая крупная, но она есть вот так. Знаете, вот как-то быстрее вот собирать, когда все в куче. Вот. Прям хорошо. По пути фотографии делаю в Телеграм, там посмотрите потом. Раньше фильма, конечно, все выкладываю. Так, собираю. Быстро, конечно, не набирается. Сейчас мошкара еще выйдет. Ну, сколько смогу там, хотя бы литр, если соберу, то ладно. Раньше 10 литров в ведро так набирал за один раз. Сушили потом его. Ну, какое национальное блюдо делали из черемухи там. Вкусный, сладкий. Получается так называемый ляз. Вот еще, ребят, одна яма. Но это явно медведь. Сейчас уже стало понятно. Вот следы. Не мелкий. Вот след. Но они, осы, видать, уже по-новому отремонтировали. Вон видно, как охраняют. Но след хороший. След хороший. След прям мощный. Так что медведь уже второе гнездо у ос разбомбил. Смотрите, сколько шиповника. Частенько я тут собираю. Ну, собираю, сушим, а потом так и не используем. Опять гнездо. Они отремонтировали, я так смотрю. Или не смог медведь полностью разрушить. Но это не свежий уже. Вот тут лежал.
И туда пошел, там наверное снова еще. Вот тут еще лежал. Вот, Лешка. Вот тут лежал еще. Там сюда пошел, здесь лежал. Даже тут не лежал, она просто ползком там ползал-то есть. Там, смотрю, черемуха тоже есть. Да. Но это уже как бы не весенний, не летний. Это ближе сейчас к осени дело было. Все, ребят, я вышел на поле. Больше собрать не стану. Где-то половина получилась. Вот. Литров 3, наверное, набрал. Хватит. Мошкара. Там в тени, там мошкара прям жгет везде уже. Антикомарин забыл. Да и хватит, в принципе, это достаточно. Это из этого можно 200 литров морса сделать из черемухи. На 3 литра 3 литра компот получается из стакан черемухи, там сахарный песок и 3 литра воды. Вот вам 3-литровая банка сока. Охотник лег. Вот. Высоко. Черемуха есть на высоко. Вот. Ладно, ребят, давайте. Сейчас я пойду обратно в избушку. И еще схожу на рыбалку. И потом уже буду заканчивать сегодняшний поход. Везде вот такие небольшие вырытые ямочки. Вон. 1, 2, 3 везде. Весь луг такой вот. И возле избушки, прямо возле избушки такие вот майские жуки, наверное, медведь искал все лето. И сейчас вот показал еще. Вот. Вот для них корм, конечно, достаточно. Рябины и черемухи. Но все равно ему хочется мед. Винни-Пух, блин. За целый день вот увидел 2 гриба. Вот они. Но брать не стану. Что я буду? Из этих 2 грибов ничего не получится. Ни суп, ни жаркое. Вот. Но красиво они смотрятся, конечно, вот они. Красотень. Честное слово. Вот, ребят. Первый нежданчик. Хороший. Смотрите. Отсюда первый окунь поймал. Надеюсь, не последний. Но из всей рыбалки на окуня в этом году этот самый крупный пока. Хороший. Сфотографировать надо. Вон он, ребят. Плотва. Замучился ждать, я вообще не снимаю. Поднимаю, и он там сидит уже. Окунь пока молчит. Только один, и все. Есть. Вот он. Матросик. Берем. Отлично. Опачки. Получше.
Куїм, Чарі, куї! Куїм. О, котка від лісна. Джолячик. Коне? А, на крукаші. Проводит сейчас. Порвал, в общем, крючок. Быстренько сделаем. Ай, моментос. Вот и все. Какой-то окунь был, потом лодка спустилась, что-то слабинку дал и ушла рыба. Ох ты, смотри, блин. Не успел, ребят, заснять, как он таскает. Подошел. Удар. Ударчик. Вот он. Я думал покрупнее. Ну, нормально. С пивом потянет. Так, ребят. О, бля. Чуть-чуть. На. Средненький был, но почти победил. Но не смог. Ушла, блин. Хитрая рыба. Похоже на плотву. Что-то он, смотрите, как дергает. И съела или что там. Ну да. Я и говорю, что-то похоже на плотву. Плотва тоже рыба. Забираем. Клев вяленький. На улице становится прохладно. Даже начинаю мерзнуть. Снова. Ух ты. Забагрил, короче. Зацепил. Снизу. Ерша. Опять плотва. Главное, зацепилась, потом все равно поднял. Не боятся большого крючка, похрену. Глотают. Так что, когда берет. Никакого заглотуша не надо. Все, ребят. Рыбалку закончил. Здесь еще попробовал. Ни одной поклевки. Лодку здесь оставлю. Вот тут, на песке. В следующий раз, как приеду, еще тут порыбачу. Ну, поймал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Ой, нормально. Ой, замерз. Быстрее надо избушку. Вот с собакой как-то все равно веселее ходить. Ты уже знаешь, что если вот где-то любой зверь, может зверек, он начнет бегать там, если увидит, облает,
Если почувствует запах-то, сразу же начнет там туда-сюда. Значит, где-то надо быть внимательным. Может быть, где-то кто-то и есть. А когда один идешь, блядь, мерещится прям кругом медведи. Кажется, вон там он сидит там. Так, я потерялся. Ну вот сюда надо идти. Что-то иду и не знаю, куда я иду. Угу. На улице вроде все успел, сделал. До последнего не включил фонарик, потому что когда уже сумерки, включаешь фонарик, все, ничего не видно потом. Рыбу почистил, успел сполоснуть, за водой сходил, без фонарика, без чего еще. Но потом уже все, пришлось включить фонарик. Собрал там на передний багажник вещи уже резинкой затянул и помыл посуду. Там в котелке, ну, она третья часть супа, чуть меньше третьей части супа была, я отдал Тулану. Сейчас я отдаем утреннюю котлету, макароны тоже ему отдам, кашу обратно увезу, пускай в холодильнике лучше будет. Вот, ну, примерно вот так. Все четко. Время сейчас надо посмотреть. Так. Время 19 часов 37 минут. Ну, уже без 28. Где-то примерно еще минут 40 я здесь буду. Поем, чай попью, соберусь, переоденусь и уже поедем. Где-то в 10 часу уже будем дома. Примерно вот так. По темну снова поедем. Нравится ездить в темноте. Жена потеряет. Ничего страшного. Я сказал, сегодня по темну вернусь. Вот. Ну, рыбалка нормально. Я хотел хотя бы 3 рыбы поймать, а вон как повезло. Поймал. Сколько там? 7 штук, наверное. Один крупный окунь, потом средние, такие вот, ну не скажу, что мелкие. Мелочь я не беру, ребят. Это стандарт, это хороший размер. Не надо там сравнивать с другими каналами, где вот в Якутии ловят там полметровые окуни. Нет, у нас это стандарт, это нормально. И бывает попадешь и можно наловить очень много. Но сегодня клев слабый. Днем вообще не клевало, значит рыбачить надо рано утром и вечером. Днем не вариант. Вот. Да, вообще я считаю, что поход сегодня удачный, так как много сделал. Почистил путик. Это осень, зима, там охотиться буду. Отдохнул. После того, как я съел суп, я лег и спал. До такой степени расслабился, мне так было спокойно здесь. Вообще, ну, тишина, спокойствие, дверь открытая, шум ветра, тепло, даже жарко было, поэтому дверь была открыта. Отдохнул. Реально. Про нож немножко рассказал.
И вот то, что вот я говорил, здесь кровь. Это действительно кровь, но она может там рыбу чистил, куницу может там разделывал или же боровую птицу разделывал. Ну, в общем, кровь есть. Сейчас вот у меня бывает чешуя от рыбы. Я тоже не убираю. Как ни крути, моя привычка такая, чтобы на ноже всегда была кровь и чешуя. Это как бы на охотничьих ножах моих. А там уже как будет. Когда везет, когда густо, когда пусто. Вот. Ну, ладно, ребят, я сейчас ужинаю. Вот такой ужин. Начало с котлетами и заканчиваю тоже с котлетами сегодня. Застолье здесь. Потом чуть позже включусь. Напишу я еще в тетради сегодняшний день. И как соберусь, еще включусь. И поедем. С термоса сейчас чай попью. Ой, блин, крышка открыта. Но думаю, еще тут теплая вода еще есть. В чайнике тоже как бы немножко теплая, она уже остывает. Но в избушке комфортно, тепло, хорошо. Вот. Все, я ужинаю. Помните, ребят, я показывал вам вот такой фонарик. Вместо светильника сейчас использую я в избушке Wuben X1. Смотрите, сейчас включу. Есть разница? Налобный фонарик вот как светит. Вот. И этот фонарик. Тулан спит. Мама, не горюй. Это турборежим. Красота. Даже другой берег, все видно. Вот это да, понимаю, фонарик. Вот сейчас я выключу. И налобный фонарик. Тык-тык-тык. Скромненько. Но зато уже который год я использую ее. Вот так. Отражатель. Смотрите, как отражает. Сейчас мой трицикл издалека виден. О, видите? Вот. Все четко отражает хорошо. Тулан там. Тула. Красота. Жуки летают. Всяко разные. Но красиво, ребят. Как-то по-особенному. Ночной вот такой. Елка такая, смотрите. Надеюсь, видеокамера передает то, что я вижу. О, отражатель. Видите? В сторону я вот так показываю. Отражатель виден. Трицикл. Ладно, побаловались. Надо собираться. Все, ребят, я уже собрал все. Спасибо, изба. До новых встреч. Вот такой поход получился. Тулан уже у меня зевает в багажнике. Да, Туланы? Так, тут пила, там рюкзак. Ну и место, сами видите, сколько еще. Скажите, что неудобно, но придется потерпеть. Будка отлежится. Вот так. Так что сейчас поедем. Включим пару. Все классно, все работает. Пара светит. Тулан ждет. Все четко.
Ладно, ребят, обратный путь уже снимать не стану. В принципе, как провел день, я показал немножко. Спасибо вам за ваши просмотры. Ну и ждите новые походы. До новых встреч. До новых фильмов. Всем пока.